Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Какие перемены неизбежны в вашей жизни? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, чего не избежать, что скоро поменяется. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. А дороги-то вам откроются. Смотрите, сколько много вам вышло дорог. Дороги. И дорога на счастье, и на любовь, и на исполнение, и на дружбу. А еще какая-то очень важная дорога связана с буквой А. Либо это место, либо это человек, либо это какое-то определенное действие, ситуация. Вот все, что связано с буквой А. Кто-то вам блокировал, либо вас туда не пускали, либо для вас это было в принципе невозможно. Даже туда вам дорога откроется. Открытие идет дорог, мои хорошие. У вас очень сильный знак в серединочке вышел, вот для тех, кто зашел на мою отсыпочку. Это знак зеркала. Знак того, что будут зеркальные перемены в вашей жизни. Там, где было пусто, станет полно. Там, где было грустно, станет весело. Там, где было пусто, там прибудет. Вот что идет. Какие-то серьезные перемены запущены в вашей судьбе. Именно не в жизни, а в судьбе. Вот с ног на голову все у вас станет. В хорошем смысле этого слова. Я сейчас такую вещь вам скажу, только не пугайтесь. У меня здесь кто-то был под негативом большим. Очень большой негатив. У одних отыграется, что поглазили, у других, что поделали, ну а у третьих, что ответочка за род, за ваш, да, вот именно на вас выпала. Ответочка, что вы своей жизнью, своими муками отвечали за какие-то поступки, прегрешения вашего рода. Ну, намучились, настрадались, это 100%. Ну, за род, в принципе, пострадать это святое дело. А вот если это наведенное, да, с глазом, либо порчей, то это ужасно, это ужасно. Вы не должны были жить так плохо, вы не должны были встретиться со всеми этими проблемами, муками и страданиями, не должны. Но одна из мной перечисленных проблем стала триггером и вас привела в такое состояние. По этому зеркалу с вас снимают эту гадость и дают все то, что было вам недоступно, да, либо все то, что было от вас закрыто, заблочено. Вот что, мои милые. Так, неизбежно. Что неизбежно? Личное счастье неизбежно. Именно личное счастье. Кстати, это не первая отсыпка, где у меня вот выходят фигурки, которые вот спина к спине стоят. Это не только любовь. Это и дружба, и взаимовыручка, понимание друг друга без слов, надежное плечо родного человека рядом. Вот что это значит. Не, ну конечно, здесь и любовь, и страсть, это все будет. Но самое главное, да, это знать, что ты не одинок. Это знать, что на человека можно положиться, что этот человек не предаст, не отвернется, ни нож в спину не вставит. Вот что главное. Такой человек, вот он с вами рядом. У кого-то отыграется, что это ваш действующий партнер себя так проявит. У кого-то отыграется, что новый человек идет. Новый, абсолютно новый. Личному счастью быть. Кстати, у кого-то от этого личного счастья лялечка появится.
Может быть, вы уже в возрасте в определенном, либо в принципе не планируете лялечек. Ну вот, пожалуйста, появится. Появится это как, знаете, как печать, да, печать вашего счастья. Все, вам быть счастливыми. И вот эта лялечка вам идет. Так, вот здесь два человека. Это либо семейная пара, ну, либо это родственники. Эти люди чем-то связаны. Они как друг к другу приклеены. Люди очень безобразные в поведении, в своих каких-то мыслях, поступках, в выражениях, в действиях. Очень они лицемерные, ну, опасные, понимаете, даже опасные у кого-то отыграются. Эти люди, они уходят из вашей жизни, уходят, они сами уходят, гонимые какими-то страхами, гонимые какой-то ситуацией. Но не вы создаете эту ситуацию им создают высшие силы. Они не смогут с этим справиться, они будут вынуждены выйти из вашей жизни и больше никогда не заходить, не возвращаться в вашу жизнь. Вот именно их двое. Но мне почему-то идет, что они как семейная пара. Вот такие мучители, вредители, пакостники. Вот уходят эти люди. Ну и слава Богу, туда им и дорога. Дальше, мои милые. Здесь из-за какого-то человека, у вас были большие беды и неприятности. То есть этот человек либо вас вогнал в эти беды и неприятности, либо сам создавал для вас эти беды и неприятности. А здесь вмешательство идет больше похоже на как закон, защита от закона, либо какое-то указание от закона. Знаете, он как издевался над вами, теперь вот закон поиздевается над ним. Либо люди, которые наделены властью по закону, поиздеваются над ним. Вот просто тоже, знаете, как вот вашего этого человека под ручки-то белые взяли и куда-то вывели. Вывели, научили ума-разума и вернули. Вернули поумневшего, подобревшего и человека, который научится ценить добро, добрые поступки, поймет, что такое честь, достоинство, благородство и милосердие. Вот. У кого-то человек из пропащей такой натуры превратится в очень порядочного человека. И, кстати, у кого-то прям уверует, верующим станет, причем ну, по-настоящему, не вот это напускное, там крест повесил, в храм ходит, типа верит. Нет, этот по-настоящему поверит и будет жить по заветам, по законам, Божьим законам. Но это касается, кстати, всех религий. Я тут вам про христианство привела пример. Может быть, вы принадлежите к другой религии. То же самое, прям уверует по-настоящему. Поменяется, знаете, как день и ночь у вас будет. Была ночь, наступит день. Вот именно в отношении этого человека. Так. У кого-то больной ребенок. Ребенок, либо кто-то младший в семье. Болеет человек очень сильно. И прогнозы какие-то неутешительные, абсолютно неутешительные. Для вас это просто невероятная боль, и я прям чувствую ваше отчаяние. Мои хорошие, но если традиционная медицина бессильна, то помощь от высших никто не отменял. Я знаю, что вы молитесь, я это вижу, но вам нужно еще какое-то действие совершить. Возможно, стоит поехать к святым местам. Возможно, прикоснуться к святым мощам. Что-то надо сделать. Вот я вижу, что вам идет избавление от этих всех неприятностей в каком-то особом месте. Место очень благостное. Очень благостное. Если у вас есть возможность, поезжайте обязательно, везите этого младшего к этому месту, пусть прикоснется, пусть сам, либо сама у Боженьки попросит, и вы обязательно попросите. Поверьте, чудо, оно случится, ну действительно случится. Даже если вы живете в каком-то месте отдаленном, да, вы скажете, ой, да нет никаких тут мест святых, поищите в интернете, поспрашивайте у добрых людей. Вы удивитесь, это место не так далеко от вас находится. Вы можете туда попасть, вы должны туда попасть. Кстати, там вам, именно конкретно вам что-то откроется. Какой-то сон, видение, ощущение, что-то вам откроется важное для вас. Обязательно нужно посетить. Так, еще очень важный момент связан с работой, с деньгами.
Но я-то вижу, что вы работаете, и вижу, что тяжело работаете. Вот вы очень тяжело работаете, но деньги какие-то вот, ну, как кошкины слезы, да, их практически нет. То, что вы получаете, вы сразу там не успела получить, туда-сюда уже денег нет. И там надо заплатить, и тут надо купить. Вы не то чтобы откладывать, вам даже на полноценную жизнь как будто бы не хватает. Вот деньги, они как сквозь пальцы вода проходит, либо песок. Для вас это мука, очень большая мука. Вы уже тут и экономите, что вы только не делали, но не получается. Не получается просто вот дотянуть от зарплаты до зарплаты. И вы очень сильно себя измотали, и изношенность идет, понимаете? Вот физическое состояние у вас, ну, не праздничное, да, очень такое ослабленное. И даже какие-то проблемы по здоровью уже начинают серьезные, да, не шуточные. Значит, мои хорошие, то, что у вас денежек нет, да, либо такие проблемы большие с денежками, здесь 100% либо кратник на вас сделали, либо вас поглазили. Причем поглазил человек, которому вы какую-то вещь давали, передавали, свою вещь передавали. Ну, может быть, кому-то старые вещи отдавали, может быть, даже какие-то предметы давали. У вас именно тот человек поглазил. Человек в ваш дом ходит. Знает, что вы тяжело живете, знает, что вы всего добиваетесь тяжелым трудом, все равно вас глазит. Вот. Ну, а крадник он где-то лежит. У кого-то прям крадник лежит и фонит очень сильно. Получается, что то, что к вам приходит, к другому человеку уходит. Надо дома, слушайте внимательно, надо дома провести вам генеральную уборку. Прям все. Вот чтобы вы каждый уголок, в каждый закуток, там, не знаю, все, под батареей, за батареей, в подушке, вот прям на ощупь, да, если можно их там разобрать, разбирайте. Все нужно проверить, вы найдете, обязательно найдете. Вы не зря на эту отсыпку зашли. Здесь вам время избавиться от этого ужасного состояния. Вы найдете какую-то необычную вещь, что-то скрученное, даже вплоть до того, что какие-то тряпочки скручены, вместе завязаны. Вот, что-то скрутку найдете. Вот, вы эту вещь обязательно идите где-нибудь спалите, руками не трогайте. Носовочек, палочка, я не знаю, там ведерко, либо что у вас там ненужное есть, несите, полите, и уйдет эта вся неприятность, обязательно уйдет. И причем, знаете, у вас так все это будет уходить резко. То есть вы, например, нашли, спалили, буквально там на следующий день уже, знаете, какие-то предложения, какая-то денежка к вам пришла, подработочка какая-то организовалась. Да? Вот так у вас произойдет. Ну, а тех, кого поглазили, здесь 100% надо делать чистки. Чистки вы можете делать и дома сами. Прям чиститесь, просите высшие силы вам помочь. И еще важный момент. Я не знаю, как у меня получится по времени. Я все планирую выходить с вами на связь, проводить ритуалы. Я хотела делать с середины сентября, но очень много получила отзывов перенести на октябрь. Вот, я буду давать, будем делать вместе. Буду вам говорить, что делать. Обязательно не пропускайте, приходите. Все мы это уберем и поправим вместе. Я вас не оставлю. Все доведем до ума, все у нас будет хорошо. Так, давайте теперь пройдемся по хорошим событиям. Из хорошего ключ от новой жизни, а у кого-то от нового дома, от новой квартиры. Ключ в правой стороне, небольшой, но очень милый и симпатичный. И мне нравится, в каком положении лежит этот ключ. Это ключ именно ваш, для вас идет. В этом месте, в новом доме, вам будет просто шикарно. Вот сам по себе дом, энергетика, пространство, цветовая гамма. Вы себя там будете чувствовать спокойно, умиротворенно, и это будет место вашей силы. Неважно, будете покупать, будете арендовать, либо, временное жилье, да, это не важно. Важно, что вам там будет очень хорошо. Вот там вы себя найдете. При такой хорошей энергетике у вас произойдут очень качественные изменения. Ваши таланты, ваши способности, ваш креатив,
они проснутся у вас, проснутся и потребуют свое. Будут рождаться невероятные идеи, вы будете совершать даже какие-то очень необычные для себя действия. Блеснете 100%. Кстати, вот кому-то отыграется, что вам какой-то человек протягивает этот ключ. Возможно, вы переедете к своему любимому человеку. Вот, и именно в том доме, на том новом месте. Вот вы как переродитесь, раскроетесь, вот действительно проявите себя по-настоящему. Не так в полумеру, а по-настоящему на все 100%. Вы поменяетесь, и поменяетесь в лучшую сторону. Но я же не говорю про то, что и жизнь ваша поменяется. Вот перемена идет изнутри у вас. Изнутри. Вы прежней не будете. Нет. Вы превратитесь в шикарную женщину, либо в шикарного мужчину. Вот что будет с вами. Будьте очень, кстати, плотно собой заниматься. Если сейчас кто-то там начнет говорить: ой, собой заниматься, это ж так дорого, это ж времени не хватает. У вас будут и средства, и время на то, чтобы собой заниматься. Будут. И желание. Главное, что у вас желание будет. И это желание вы полностью удовлетворите. Так, здесь какой-то человек с дарами идет. Человек с дарами. Человек вам либо мало знаком, либо совершенно не знаком. У этого человека всего много. И этот человек с большим удовольствием с вами поделится. Уж не знаю, где вы его найдете. Песочек нам это не показал. Но то, что у какого-то состоятельного человека, состоявшегося человека появится желание вам помогать, это 100%. Помощь безвозмездная. Либо человек будет в вас вкладываться. Да, может быть, у вас какие-то гениальные бизнес-идеи, но у вас нет ресурса, чтобы это все реализовать. А вот человек в вас поверит. Вот поверит, доверится и скажет: вот тебе деньги, делай, что хочешь. Я знаю, что ты добьешься всего, да? У тебя есть талант, у тебя есть способности, делай. Да? Человек в вас поверит. Так, кто хотел лучшей доли для своих детей? Лучшая доля для детей. Я не могу сказать, с чем это конкретно связано. У кого-то будет связано с учебой, у кого-то будет связано с работой. Идут действительно серьезные перемены. Вашего ребенка как будто бы выбирают вот из толпы, да, вот стоит толпа, там 100 детей, вот, и одно место. И это одно место достанется вашему ребенку. Будь то учеба, будь то работа. Как, знаете, посчастливится, повезет. Но это не от вас идет, это больше вот именно личное счастье и везение вашего ребенка. Смотрите, вот ваш ребенок, видите, какой огромный ангел с неба звездочку вашему ребенку дает. То есть по Божьей воле ваш ребеночек как избранный идет. Избранный везунчик. Тут, Господи, дай Боже, пусть исполнится. Вы будете безумно счастливы за своего ребенка, за то, что вашему ребенку выпал такой невероятный шанс. И поверьте, ваш ребенок этот шанс не упустит, полностью его реализует. Это очень классно. Девочки, отыграться в разном, не обязательно учеба. Может быть, какие-то соревнования, конкурсы, спорт, разные аспекты жизни. Но вот именно вашего ребеночка, вот кто зашел на мою цыпку, его выбирают. Если детей у вас нет, то поверьте, вам подарят ребеночка одаренного. Ребенок с талантом идет. Но не зря же ангел звездочку с неба срывает и ему дает. То есть ребенок очень талантливый, прям с малых лет будет себя проявлять. Может быть, я не знаю, там с малых лет блогером станет, да, вы будете там фоточки делать, да, либо моделью станет детской. Вот. Что-то невероятное ждет вашего ребеночка. Кто зашел на мою отсыпку? Так, кто-то будет замуж выдавать, либо женить своего сына. Выдавать замуж, значит, дочь, а женить сына. Какая-то скоро идет свадьба. Какой-то короткий промежуток времени от момента знакомства до заключения брака. Может быть, забеременеет девушка, а может быть, вот такие обстоятельства, что нужно будет как-то быстро это все делать. Какая-то причина будет на этом. Сразу хочу сказать, что либо невестка, либо зять у вас просто тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, аки-ангел, честное слово. Очень хороший человек. И вы иногда даже, знаете, будете смотреть на своего ребенка и думать:
Ну вот как хорошо, что моему там ребенку, такому иногда взбалмошному, там непутевенькому, попался такой замечательный партнер. Вот вы будете абсолютно спокойны за будущее ваших детей, зная, что с таким мужем либо с такой женой не пропадет. Вот любить будете очень своего зятя, либо свою невестку. И человечек будет отвечать вам взаимностью. Взаимностью. Очень ненавязчивый, очень деликатный и хорошо воспитанный. Знает правила поведения, да, со старшими, уважительный человек. Ну и, конечно, большая умничка. Прям еще раз, тьфу-тьфу-тьфу, это большая редкость, когда вот именно везет получить такого достойного нового члена семьи. Такую прекрасную новую веточку в вашу родовую систему. Так, кстати, семья там тоже неплохая. Неплохая. Но, в принципе, вы больше сосредоточены именно на новом члене семьи. Так, еще какой-то замок открылся. Замок. Я не могу сказать, что. Опять же, это связано с буквой А. Замок. На букве А был замок. Вам это было абсолютно недоступно. Это было невозможно. И можно было поверить во что угодно, но только не то, что эта ситуация разрешится. А она таки разрешится. Замок открывается. Вам свыше этот замок откроют. Я вижу, что вы боретесь, я вижу, что вы добиваетесь, вы очень хотите, вы очень просите, вас услышат. Вас услышат, вам откроют. Вот чем бы ни связан был этот замок, поверьте, это обязательно произойдет, обязательно случится. Ну, вы дождались, это ваш звездный час, когда действительно вот такие тектонические сдвиги происходят в вашей жизни. Ваша жизнь прежней больше никогда не будет. Никогда. Теперь все будет по-новому, гораздо интересней, веселее и стабильней, мои хорошие. Ваше время пришло. Плохое уходит, хорошее приходит. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.